Да. Наконец-то. А, дожились мы до Да, времени, да, когда да, непонятно, кто кому в гости ходит. да. Я тогда считаю, что вы у меня в гостях, а вы считаете, что я у вас в Мгм. гостях. Да. Будем, будем встречаться и представлять друг Мгм. друга своим друзьям. Да. Я, в общем, хотела с вами встретиться, Мгм. Никольс, потому что, ну, просто я как бы из всего полотна участников того чата, где я вас увидела, Мгм. вы мне прямо вот так попались, как человек, который мне, может быть, вообще интересен. Мне Мгм. очень интересны люди, которые необычные, причем которые преуспели в тех вещах, которые мне интересны. И я бы думала, вау, я хочу поговорить, поузнавать, о чем такие необычные люди. Тем более у вас и имя такое, вот, ну, по крайней мере, для наших широт не часто встречается. Мне первый раз. Ну, А, зато, и, зато никто да, не перепутает, когда... да, никто не перепутает. Я, по-моему, пару раз сделала ошибки в написании. Поэтому как правильно? Никольс Да, и Саснис. да. Правильно, да? Это какое имя? Это прусское имя. Прусское. Да. То есть все люди, которые начинают что-то писать на прусском языке, Мгм. особенно если это поэзия или это проза, то обязательно берут себе такие имена, чтобы показать а, как-то свою вовлеченность в культурный процесс. То есть у меня есть много знакомых с такими именами. Мгм. Чаще всего это название мест, откуда они произошли. Ну, разумеется, на прусском языке. То есть есть дизайнер, которого зовут Денис Рантова, прусский дизайнер, который, соответственно, вдохновляется прусской культурой. Есть диджей Русский Роман Спилова, дизайнер. вот, Русский дизайнер, который прусской культуры. прусский дизайнер. Он живет в Литве, вот, и он занимается дизайном То и есть это компьютерным латыш. дизайном, то есть он А у художник. вас какая национальность? Ой, у меня много, много национальностей. Мгм. Но если у меня отец грек, то, по идее, тоже должен считаться греком этнически. Вот. Мгм. И все Мгм. люди удивляются, когда им про это говорю. Спрашивают, а где Греция и Пруссия? Какая тут Мгм. связь? Или почему я не в Греции тогда живу? Но это очень долгая история Да, ну переездов покороче. моей семьи из одного места в другое. Я могу сказать, что я живу в городе, в котором все уже пропитано русской культурой, я ее исследую, я Мгм. стараюсь как можно глубже в ней разобраться и, Мгм. соответственно, передавать уже эти знания другим. Я много с прусского языка и на прусский язык перевожу. Я изучаю и прусскую культуру, и традицию, и нахожу там все время очень много разных интересных вещей. Ну, собственно, прусские руны, которыми я занимаюсь, это Мгм. результат моих 4-летних поисков, вот, потому что мне всегда были интересны такие системы, поэтому я, собственно, этим и занимаюсь. Это ваша основная, да, работа? Это Это, ваша основная деятельность. это мое основное увлечение. То есть я работаю переводчиком, и, Ага. разумеется, я многодетный отец. Это моя основная работа, потому что я детям уделяю от 12 до 18 часов в день. Вот. И, соответственно, Вы а, успеваете заниматься прусскими рунами. что? Еще успеваете заниматься Ну, прусским руническим кодом, да, исследовать прусскую, греческую, кельтскую да, традиции, да. писать книги, что вы еще там мне Ну, показывали, я, писать учебники по эсперанто и все такое, да? я, Восторг. я же свой роман пытаюсь дописать уже который месяц. Просто иногда там происходит затык, иногда я знаю, о чем надо дальше писать, но нужно просто время и возможность сесть и дописать. Не всегда физически получается выделить вообще на это время. Вот. Да, То я есть знаю, что вы все-таки, не досыпаете, и это ну, и сказывается на всем. Это все дети, дети, цветы это жизни. уже
это уже скорее такие, Да. ну как, побочные моменты с воспитанием маленьких детей. Иногда Ну да. приходится по ночам вскакивать и укачивать, но это не каждую ночь бывает. И, к сожалению, это проходит, может, к Да. счастью, конечно. Моим уже 16 и 18, и мне уже никого не приходится Да, укачивать, да. иногда даже грущу по этому Мгм. поводу. Вот, это, конечно. Да. Скажите, пожалуйста, как вот это ваше основное, как это увлечение проникло в вашу жизнь, причем на такую глубину, что вы и книги пишете, и учебники пишете еще, и мы, оказывается, с вами по юности могли уже познакомиться, потому Да. что я, мы эсперанто увлекались, у нас есть Мгм. какие-то наверняка общие знакомые. Да. В Ленинграде у меня тоже есть эсперанто друзья, Мгм. и для меня это было удивлением, Мгм. как бы на всей территории вот этих чатов Мгм. я вычислила одного Да. человека, который мне вот настолько попадает в эти мои детские увлечения, в принципе. Ну, Вот. я вообще изначально заканчивал лингвистический университет. Мне всегда языки были очень интересны. Все, что связано с языками, с историей, с географией, с этнографией, то есть с культурой самых разных народов. Вот. И я Шаманизм вам тоже больше близок. 40 языков изучал в разное время. И со многими из них до сих пор работаю как переводчик. Вот. Но в любом случае, когда я сюда попал, я понял, что здесь прямо такой непочатый край. То здесь можно исследовать, исследовать и исследовать. И многие люди эти исследования делают, но в целом мы все равно можем сказать, что мы в начале пути. И те, кто проводит здесь какие-то исследования в смысле прусской культуры и традиции истории, они, соответственно, делают это все внутри, так сказать, этого континуума, то есть статьи по истории Пруссии и именно по прусской традиции написаны на прусском языке для носителей Мгм. языка. Вот раз вы выучили язык, то вы знаете теперь свою традицию. Такой очень высокий порог входа. Вы Я имеете в сейчас, виду сейчас прусский язык? занимаюсь тем, что перевожу это все на русский язык и делаю это доступным для всего остального мира. Вот, А потому что это что за прусский язык? Это тот, который уже умер, прусский язык? Или есть какой-то еще прусский язык, который сейчас ну, живой, и на нем все вот разговаривают? Или это вот как, знаете, есть люди, которые восстанавливают какое-то время, да. они наряжаются в одежды Мгм. тех времен и как бы вот дружат там Ну, какие-нибудь шпаги и тут есть такой интересный момент, потому что тут я могу сказать, что это одновременно правда и неправда, потому что реконструкция языка имеет место быть с одной стороны. С другой стороны, можно сказать, что прусский язык никогда не умирал. Когда официально в начале XVIII века объявили, что на прусском языке больше не говорит никто в Пруссии, имелось в виду, что прусский никто не использует как единственный язык. То есть Мгм. было такое двуязычие, и пруссы перешли на немецкий или на литовский язык. Но, соответственно, добавили туда очень много своих слов, поэтому появился такой вот интересный момент. Это как примерно, если сложить суржик и тросянку. Вот, то есть э, Что как сложить? А что это такое? суржик — Суржик. это та смесь украинского и русского, на которой говорят на востоке Украины, а тросянка, соответственно, смесь белорусского и русского, на которой говорят в Беларуси. То есть у них нет литературного статуса, но при этом много людей на них говорят. В Литве, из Литвы в 15-16 веке очень много людей приезжало в Пруссию, и восточная часть Пруссии стала называться Малой Литвой. И появился целый этнос литувиненки, то есть литовцы, которые литувиненки, да, которые жили в Малой Литве. И Мгм. дело в том, что на самом деле это были пруссы, которые перешли на своеобразный такой язык, который они считали литовским, а литовцы считали таким прусским вариантом литовского языка. То же самое произошло с восточно-прусским диалектом немецкого языка. То есть очень много прусских слов и выражений попало прямо в эти диалекты, поэтому немцы восточно-прусский диалект немецкого языка не понимали, немцы, которые приезжали сюда из Германии.
с одной стороны. С другой Там стороны, немцы не очень понимают. У них там 16 своих земель, и, ну да, например, в Нюрнберге или в какой-нибудь швабский какой-нибудь язык с да, Хохтойчем да. вообще очень слабо Ну вот. как бы Тут совпадает. Тут 100 лет назад проводилась перепись, и оказалось, что примерно 15% местного населения вообще владеют хохдойч. Все остальные говорили на местном диалекте. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, есть сведения о том, что многие люди, которые переезжали из сельской местности в города 300 лет назад, свой язык сохраняли, потому что они сохраняли свою культуру, свои традиции языческие, не христианские. Даже в начале 18 века они сохранялись. Просто люди это исповедовали тайно. Были тайноязыческие общины, были тайноязыческие храмы. Прямо здесь у нас в городе есть места известные, где это все сохранялось до 45 года. То есть сначала сотни тысяч, потом десятки тысяч, потом отдельные люди продолжали говорить на прусском языке. И когда в 45 году здесь активно люди выселялись в Германию, или бежали, или пытались как-то эмигрировать, им уже не было необходимости скрывать то, что они говорят на прусском языке. И у нас есть как минимум 6 или 8 свидетельств того, что записывали, как люди говорили по-прусски. Это были военные переводчики, которые это все слышали и записывали. Это были литовцы, которые здесь тоже находились. Так или иначе, в составе даже войск Красной Армии были литовцы. И они понимали, что это не литовский язык, а очень похожий. Единственный язык, очень похожий на литовский язык среди балтийских языков, это прусский. Так выяснилось, что в 45 году, Скажите да, по-прусски там, я говорю на прусском языке. «Аз прусиской», Мгм. А по-литовски то же самое. а по-лицовски будет «Аж колбу прусишкой». Ага. То А есть, по-немецки? что? А по-немецки? А, ну там будет ich spreche, Ich да. spreche Preußisch, да. То есть, Ага. соответственно, русский язык очень похож на литовский, больше, чем латышский язык, например. И сразу видно при этом, как какой язык звучит. И поэтому, когда уже в эмиграции прусы решили э, не растворяться среди немецкоговорящего населения, то появилась задача восстановить язык так, чтобы все могли на нем говорить. И этим стали заниматься именно представители, а, как это сказать, творческой интеллигенции, которая из Пруссии переехала в 1945 году. И в 60-е, 70-е годы эту задачу поставили, и Владимир Топоров а, целый огромный словарь прусского языка составил. Он дошел только до буквы «М», то есть это 13 томов, а должно было быть 26. Потом эту работу продолжили другие ученые, включая Витаутуса Мажулиса и Микельса Клусиса. И появился огромный словарь. И с То есть 82 года люди стали на прусском языке говорить. говорить. То есть в Вот. каких-то местах это принятый язык, на Но котором до сих пор есть славный общаются. город Вильнюс. Вильнюс. Мы же не забываем, что литовский язык ближе всего к прусскому. Соответственно, в Вильнюсе есть сообщество до сих пор, прусскоговорящие, они регулярно собираются. Там есть свои места для встреч, места для концертов, места, где люди могут собраться в центре города и пообщаться на прусском языке. Книжный магазин есть хор, который поет на прусском языке, есть музыкальные исполнители. Я насчитал 3 или 4 сейчас команды, то есть довольно известных исполнителей, которые поют на прусском языке. То есть Рома Верикойте в Литве, есть Кульгринда, есть Зальваринис, есть Аустрас Лайван. То есть это долго можно перечислять. В Литве Скинете мне сейчас... что-нибудь послушать? Я поставлю своим подписчикам. Ну, Что-что? ссылку. Да, Может быть, есть конечно. ссылка, Да. где можно А, послушать? я у себя на канале делал обзоры этих групп с музыкой, с клипами, чтобы и рассказывал их историю. Вот. Но в любом случае сейчас в Вильнюсе находится фактически центр прусской жизни. Вот. Прусский язык в Литве даже преподают. В гимназии в Мариамполе, я точно знаю, преподают прусский язык как факультатив. То есть люди, которые учатся в гимназии, могут ходить регулярно на занятия по прусскому языку. Вот. И в Пруссии, в Литве где-то 500 человек регулярно пользуются прусским языком. И примерно для
как это, для 30 или 50 из них он является родным. Вот, то есть это уже выросло очередное поколение носителей языка. То есть с Вот, ними и родители разговаривали на прусском. да, вот, совершенно верно. Есть в мире сотни людей, у которых эсперанто является родным. Вот, а есть тоже та же самая картина с прусским языком. И прусский Я язык не еще знала, что... Ну, я, когда учила эсперанто, Да. ну, нам говорили, что это мертвый язык, но А, родители в нем говорят только потому, что они такие, ну, как бы чудаковатые, да, м, которые решили объединиться с такими же необычными людьми, как они, с разными совершенно мгм, интересами, чем меня очень всегда да, восхищало наше сообщество мгм, эсперантистов, тем, мгм, что у нас ну, просто все, то есть театралы, например, по театральному да, признаку объединяются, там, актеры мгм, по-другому, я мгм, про там, любители языков по мгм, третьему, еще как-то, а здесь просто все. да, Хочешь себе спортсмены, хочешь себе... И у нас люди с совершенно разными интересами, творческие, певцы, музыканты, актеры, бухгалтеры, мгм, кто угодно, то есть из разных ипостасей все у нас соединены были, и мгм, мне было так здорово, что у меня вообще во всех областях есть друзья, то мгм, есть я да, настолько, причем в любом городе, практически куда я не приеду, меня везде могли принять домой, мгм, да, пожалуйста, селись у нас мгм, с объятиями, мгм. пожалуйста. Столько друзей по всему миру, как в эсперанто, у меня нигде не было. Вот. С прусским языком такая же история получается? Ну, практически такая же, потому что как раз распространение и развитие русского языка очень активно поддерживают местные эсперантисты и в Польше, и в Литве, и в Латвии, и в Германии, и в других местах. Даже в Интересно. Японии эсперантисты активно участвуют в движении возрождения прусского языка, потому что эсперантисты всегда выступали и выступают за языковое разнообразие. И еще я могу сказать, что эсперанто даже в какой-то степени повлиял на грамматику прусского языка. Я не Мгм. могу сказать, что она образована по образу и подобию эсперанто, но, по крайней мере, она намного более логичная, чем была, например, грамматика древнепрусского языка. Сознанием Ну, современного прусского языка можно читать и понимать древнепрусские тексты, но при этом видеть, насколько языки отличаются. Только в современном прусском языке есть два диалекта, в отличие от эсперанто. То есть в Польше используется помезанский диалект, и мгм. где-то 300 или 400 человек им активно пользуются. А остальные носители прусского языка используют самбийский диалект, который произошел именно непосредственно из тех мест, где я сейчас живу. Вот, то есть Самбийский полуостров и Самби– это все, что включает в себя нынешний Калининград, его северную часть, и все, что севернее, Мгм. включая и Кранц, и Раушан, и остальные города, и все эти морские курорты, которые здесь находятся. Вот огромная территория, где очень долго сохранялся именно разговорный прусский язык. Вот. Так что, да, так как в Литве и в Польше очень много эсперантистов, то, соответственно, эсперантисты тоже местные активно участвуют в поддержке именно прусского языка. Тем более, Здорово. что среди носителей прусского языка тоже очень, очень популярен язык эсперанто, так как язык эсперанто нейтральный, и переходя с прусского языка на эсперанто и обратно, никто никому не навязывает, например, язык какого-нибудь господствующей нации. То есть, например, переходить с прусского языка на польский, это значит показывать либо, что ты не очень хорошо знаешь прусский язык, либо что ты хочешь подстроиться под носителя польского языка. То есть, признавая, что не все поляки, например, прусский вообще могут понять. Если ты переводишь с прусского языка на эсперанто и обратно, то твой собеседник, скорее всего, постарается хотя бы несколько слов или фраз из прусского языка выучить, чтобы тоже тебя поддержать. И это другой совсем момент такого равнопонимания. Тем более, Мгм. что, да, перейти с эсперанто на прусский проще, э, чем с любого другого языка, потому что есть очень большая схожесть именно в логике того, как языки построены. Мгм.
А скажите, вот какая цель для вас изучать необычный вот этот язык, да? Я помню свою цель эсперанто, мне нравилось просто Мгм. сообщество, и вообще, в принципе, я люблю языки, потому что они для меня, ну, открывают какие-то новые миры. А эсперанто открывала сразу все миры, Да. потому что я в другую страну могла приехать, и там есть Мгм. эсперантисты, которые там японец, кореец, там кто угодно, Мгм. они все на эсперанто говорят, Да. ну да, со своим акцентом Мгм. небольшим, но я пойму. Да. А если немецкий учит китаец, то я не понимаю Мгм. ничего. Я в немецком-то не носитель, а, Мгм. а в этом, в китайском-то уж совсем. Вот. И в чем мотив изучения прусского? Я понимаю, это ваша земля, Да. да, там Да. интересны ваши Но предки. вот у меня как раз целью и стоит создание сообщества. Я сказал себе, что если тут хотя бы 20 или 30 человек, а лучше 50, будут говорить на прусском языке, мы будем встречаться, общаться, проводить совместные культурные мероприятия, отмечать праздники, разучивать песни, писать стихи, то я буду считать, что моя задача выполнена, потому что А как, здесь а с как они узнают? 89 года уже 36 лет люди пытаются возрождать язык на этой территории. Как они узнают, что они пруссы, что это эти люди, или это может быть кто угодно, потому что В меня туда принципе, в принципе, нельзя уехать. кто угодно, если ощущает, так сказать, зов внутри, может назвать себя, выучить язык, назвать себя носителем прусского языка. Прусский язык на самом деле. Познакомьте вас с моими друзьями, пусть они учат Хорошо. прусский. Русский язык легче выучить, чем спорить о том, нужен он или нет. Он на самом деле очень простой. Многие люди учат его без всяких учебников. Я писал свой учебник 2 года назад, теперь я понимаю, что его надо дописывать и делать больше, потому что то, что там 100 страниц материалов, это все равно недостаточно для того, чтобы без какой-то помощи выучить язык. Но в любом случае для меня это не просто какой-то коммерческий проект или бизнес, это скорее такая миссия. Я хочу, чтобы прусский язык звучал на той земле, на которой он звучал, собственно, изначально, где на нем печатались книги, где на нем говорили на улицах, где вся топонимика, на самом деле, если присмотреться, прусского происхождения. Вот я не просто так пишу, например, роман, где действие здесь же происходит, на этой территории, только 1000 лет назад. Вот. Я еще и стараюсь делать так, чтобы повышать видимость языка. Меня, как это сказать, регулярно э, раньше регулярно приглашали с выступлениями, со стихами. Сейчас по семейным, опять же, обстоятельствам это не очень получается, зато меня печатают в альманахах. Что-что? Как? Что вы Меня, сказали? В альманахах? да, местные литературные сообщества, потому что я же местный поэт в любом случае, поэтому меня регулярно приглашают, печатают. И Вы пишете на прусском? у меня было одно стихотворение на русском языке, которое На вышло в одном прусском? альманахе. Да, На но прусском? я его написал еще в марте этого года, меня долго уговаривали, вот, и, соответственно, теперь я могу официально себя считать не просто каким-то местным энтузиастом-одиночкой, а, между прочим, участником поэтического сообщества «Поэтика», Мгм. у А, которого, который немножко тоже запуталась. публикуется в местном альманахе. Что-что? Я вас перебиваю, Да. из-за того, что связь запаздывает Мгм. чуть-чуть, да? Я хотела спросить, вы на прусском писали стихотворение? Я на прусском языке написал больше 40 стихотворений. Вот. А Я думаю, прочитать? что скоро, скорее всего, выйдет сборник, но, наверное, уже в следующем году, потому что мне надо сначала закончить свой роман. Вот. Так. Прочитайте какое-нибудь стихотворение. Есть у вас под рукой? Ну, Или вы так? прямо сейчас, наверное, это будет непросто, потому что обычно я записываю их на видео и выкладываю на Ютубе, вот, чтобы все могли и люди посмотреть. И как это, так сразу так вспомнить, наверное, что-то не получится, потому что еще надо будет.
Ну, то выбирать. есть у вас нету томика, который лежит на Ну да, этом. пока что нет, но это Стояли все в кустах, планирую. не заготовили. Извините, дорогие зрители. Хорошо. Ну, конечно, удивительно встретить человека, который 40 языков изучал, Да. таких просто, ну, не знаю, это какое-то, знаете, сознание для меня инопланетное, Мгм. что вы можете в себя вместить, потому что каждый язык — это, ну, большая культура с Да. огромными корнями, с огромными пластами информации. И, ну, вы, конечно, необычайный Мгм. человек для меня. Вот я рада знакомству. Спасибо. Вот с радостью познакомлю вас Взаимно. с своими друзьями. Они там Да. к вам уехали, делают всякие а, банные практики. Да. Может, вы что-то такое любите и всякое такое Мгм. приятное, интересное. Скажите, пожалуйста, вот как прусский язык или там Мгм. кельтская традиция, Мгм. это же тоже имеет корни к шаманизму, что меня особенно Да. волнует. Ну, какая связь, какие, может быть, не знаю, Мгм. пересечения, вот что-то вы такое интересное можете? Я уверена, что вы изучаете и в эту сторону тоже. Я изучаю, потому что есть определенные материалы, опять же, по этой теме. Прусская и кельтская культуры очень архаичны. Там есть очень много элементов, которые существовали даже в первобытное время, и именно эта архаичность приближает их к шаманизму. У Мгм. Мэтьюса, кстати, есть такой очень известный исследователь кельтской традиции. Он долгое время был главой ордена бардов и аватов Британии, аватов и друидов Британии, то есть фактически главным друидом Британии. У него есть целая книга «Талиесин, кельтский шаман», где он рассказывает про реального персонажа Талиесина, который жил в шестом веке нашей эры, но при этом то, чем он занимался, фактически можно называть шаманизмом. Он жил в то время, когда уже официально была христианская церковь, и, соответственно, ему приходилось очень сильно лавировать и проявлять чудеса дипломатии, чтобы его самому, например, не признали еретиком или язычником, не сожгли на костре. Вот, но он был не просто поэтом, он был не просто бардом, он фактически был еще и друидом, и шаманом. И то, что он писал в своей книге, то, что до нас дошло, показывает, насколько вообще в кельтской традиции, в кельтской культуре много именно таких вещей, связанных с шаманизмом. Вот есть целая книга об этом, но про шаманизм в кельтской традиции очень много можно говорить, потому что есть, например, такая вещь, как шейпшифтинг. Очень во многих случаях в легендах такие персонажи, как Гвидион, потому что я сейчас веду отдельный канал именно про, про кельтскую традицию и особенно про то, что касается валлийской традиции, где корни шаманизма очень сильны. Вот, Я не знаю, что Гвидион такое постоянно... Да-да. Да. шейпшифтинг, это что? Это когда кто-то меняет свою человеческую натуру на животное или растение. То есть такое перевоплощение, преображение. То, что Мгм. в скандинавской традиции, например, называется сейдер. Сейдер — это тоже разновидность шаманизма. Вот. И причем считается сейчас, что во многом скандинавы переняли его у саамов, у которых, собственно, шаманизм является фактически их разновидность шаманизма, их официальная религия. Вот. И сейдер — это то, что Мгм. постоянно проявляется в скандинавских сагах, потому что не только Один этим занимается, есть еще там другие персонажи, в основном женские, такие как Велевы. То есть такое вот перевоплощение полное. В ирландских мифах говорится об этом, вот, и в том числе и валлийских. А в прусской традиции есть немножко другой шаманизм, это взаимодействие с огнем. Есть определенные мантры, которые меняют сознание, есть обращение к богам. Это все есть в интернете, и даже на канале «Прусское телевидение» регулярно такие вот мантры а, выкладываются. То есть это работа со стихиями, работа, с помощью которой, например, вызывали дождь в свое время. То есть то, что сейчас называется мантрами, то, что раньше, например,
помогало пройти невредимым через лес ночью без огня. То, что могло как-то настроить людей Да, на бывает общую еще, работу. заговоры есть разные, Да, то, что помогало да. пройти. Ну, Мгм. я про то, что в прусской традиции, ввиду ее архаичности, это все сохранилось. Это все сохранилось, в принципе, балтийском язычестве, то есть есть это в литовской и в латышской традиции. Просто прусская традиция, она в этом смысле самая архаичная, то есть до нас дошли, например, э, сакральные тексты, ну, может быть, фрагментарно, которые использовались в XIV веке, которые в свое время писцы, которые тогда жили в XIV-XV веке, вставляли их непосредственно в книги, которые они переписывали. Самое интересное, что это были церковные книги, вот. И там, там есть такие вот колофоны. То есть пруссы, которые жили по всей Европе, и так как пруссы знали не один язык, а два или три, как минимум, то, соответственно, э, легко находили работу переписчиками книг и вот вставляли себе спокойно свои языческие песнопения или мантры, чтобы они вообще не исчезли, вставляли в тексты церковных книг. Вот. Хитро. Вот. Есть заклинание, которое начинается словами «Атанаге майян велан, амневеде майян варган». Вот очень известное заклинание. Вот оно относится, ему где-то 600 лет. Вот, и оно было вставлено в один текст, причем эта рукопись была составлена на Крите. То есть человек, чтобы это все составить, он из Пруссии приехал в Чехию, из Чехии через Италию приехал через Венецию на Крит, там это все записал, вот, а потом, видимо, возвращался назад или нет. Вот, то есть Мгм. такие вещи тоже есть. И они показывают, насколько древняя сама по себе прусская традиция. Да, мантры с огнем, потому что у огня есть очень важный такой элемент в русской традиции. Есть дни огня, есть целые огненные праздники, как равноденствие и солнцестояние. Вот. И каждый раз при зажжении огня, да, да, секунду, что это? Мы дошли до момента солнцестояния. У Да-да-да, нас да, уже сейчас будет да, солнцестояние. Мы да, всем миром его будем да, отмечать. Во да-да-да. всех традициях и Мгм. культурах это ключевая точка года, Да, одна да. из четырех, да, важных точек, которые Мгм. все всегда используют, чтобы Мгм. взять силу из одного Да, периода, перевести ее в другой. Вот как прусы это все делали. Я слышала слово календа. Я да. так понимаю, что это от слова календарь, я так понимаю, да, что вот как бы Ну, наоборот. календа, да. Календа, да, это от слова, римское слово календа вообще означает первый день месяца, вот. Но в прусской традиции это фактически первый день года. Календами обозначается самая длинная ночь и самый короткий день, то есть как раз зимнее солнцестояние. Летнее солнцестояние называется каупали или купала в славянской традиции. Вот. И Каупали еще, кстати, переводится как купель, вот, потому что все окунались в купель. И это самые главные праздники, и с ними очень много обычаев и традиций связано. Причем к календам готовятся за 18 дней до этого. То есть День лошади, который обычно отмечается 6 декабря. Вот, и с этого момента уже начинаются приготовления, уже начинают петь колядные песни, колядки, С вот, в какого которых... времени у нас начинается? Что? За 18 дней Да. до 20-21 числа, это с ноября еще месяца, да, по нашему Нет, получается? нет, мы же считаем э, по древнему счету, когда зимнее солнцестояние начиналось 24-25 декабря. Вот. Так Мгм. как наклон оси постоянно меняется, то, соответственно, сейчас зимнее солнцестояние происходит 21-22 декабря. Раньше, Хорошо.
24, 25, Да-да-да. 18 дней. Это сколько, Это сколько шестое, получается? седьмое число. Вот. 6, То есть 7. То уже в эти выходные начнутся есть приготовления, да. завтра, послезавтра начинается Да, да, приготовление к да. выходным. Так, как мы готовимся 6, 7? Я точно буду готовиться, потому что у меня с 15 числа я Мгм. решила начать вот это вот движение по Да, подготовке к Новому году. мгм. Я приурочила это к 1 числу, он Мгм. все равно намоленное Да, число, хотя, конечно же, у нас ну, вот сами новогодние празднования 20-го, да, 21-го в солнцестояние. Там да, 25-го я, естественно, буду отмечать, у нас будет Спиридон Солнцеворот, да. посвященный вот этому Мгм. вот празднику, Мгм. да. Это все будет. Как готовитесь вы? Я обязательно включу какие-то истории из тех, которые вы расскажете, если вы поделитесь такими Есть, секретами. есть такая вещь, как очень древний, я думаю, что его можно назвать шаманский календарь, потому что он использовался еще до того, а, как появился христианский календарь, и он состоял из 20 месяцев по 18 дней. И вот месяц, который идет как раз перед календарями, он называется Паталинис, в честь бога Паталса, который вообще-то был покровителем мира мертвых. То есть в этот день, в эти дни поминали предков, и начиналось все с того, что люди э, пили кобылье молоко, потому что кобыла считалась священным животным, кобыла и конь, настолько священным, что когда люди умирали, то их коней с ними хоронили, клали в могилу. Именно в Пруссии была такая традиция. Вот. И, соответственно, все пиршества начинаются с кобыльего молока, из продуктов, которые из него изготавливаются. Поэтому сам праздник называется Асфинис в честь кобыльего молока. Или Зиргасдейна, то есть день коней. И потом уже в каждый день готовятся отдельные кушанья. Да. Э, Каждый день тоже посвящен одному из Друзья, вы главных пойдите богов. на мой курс по подготовке, будем Да, с кобыльего молока все начнем. да, да, Я да. шучу сейчас. Все к вам. Ну, я просто говорю о том, насколько были сильны даже вот эти кочевые шаманские традиции, потому что предки пруссов и западных балтов в свое время подверглись очень сильному скифскому и сарматскому влиянию на всей территории своего обитания, то есть вплоть до Волги и Урала, потому что это переселение э, происходило очень медленно, и очень много было влияний разных культур, от скифов и сарматов до кельтов и германцев. И эти все влияния в итоге вобрались в то, что сейчас называется прусской культурой. Мгм. Среди кушаний есть и супенис, то есть смесь разных зерен вареных, включая горох. Сейчас даже туда кукурузу кладут, иногда кладут картошку, но изначально это были именно зерновые, то есть полба, рожь, пшеница, овес, все, что произрастало на определенной территории. И очень часто на стол кладут свиную голову. Вот, свиней резали в основном как раз в дни перед зимним солнцестоянием, потому что все остальное время скот берегли и старались не резать. Но в эти самые темные дни, эти 3 недели перед зимним солнцестоянием, считалось, что те, тех, э, тех свиней и поросят, которые до весны, например, не доживут, их надо, соответственно, принести в жертву богам. Вот, то есть выбирали самые слабые. Так, ой, что у нас происходит? Так.